одеялом печали к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Глядись в меня поближе, и если в сердце есть хоть капля сострадания, не заставляй меня продолжать уверения. Пойми, какая власть заставила открыться. Пойми, какая власть заставила признаться. Талантливый и красиво умевший любить и делать счастливыми тех, кто рядом, не умевший говорить неправду. А немного ли достоинств у одного человека? Эталон, идеал? Нет, он не был ни эталоном, ни идеалом, у него были свои недостатки, как у каждого из нас. Но именно такие люди, как он, своими поступками, всей своей жизни не позволяют нам забывать о том, что есть истинный талант, что такое настоящая любовь и верность. Поэтому сегодня, вспоминая его, родные, близкие, друзья говорят о нем с особой любовью и уважением. И не как о человеке, которого нет среди нас, а как о человеке, который с нами. О нем, о народном артисте Белоруссии Юрии Бастрикове. Впервые Юрия Георгиевича я увидела в 1972 году, когда пришла работать в хор. Приехала с России. Я настолько была ошеломлена просто его голосом, потому что драматический баритон в природе – это очень редкое явление. Всегда восхищалась его внешним видом. С 1972 года и по сей день я больше не встречала таких людей, которые приходили бы на работу, не на концерт, а на работу в костюме и в бабочке. Я всегда думала, ну вот почему так? Ведь не потому, что он же достаточно такой теплый, простой человек, не потому, что он рисовался, нет, а потому, что он так уважал свою профессию и так любил свою профессию. У него не было не то что врагов, а вот людей неприятных. Бывает, часто замечаем, особенно если вот в группе, допустим, баритону, в группе сопрано, есть какое-то соперничество. И соперничество очень часто сопровождается завистью. У него этого не было. Когда я уже окончила консерваторию и пришла, опять же, в наш театр уже солисткой, мне довелось, посчастливилось с ним спеть в таких спектаклях, как «Аида», «Царская невеста» Римского-Корсакова, где напрямую просто любовные отношения с этим человеком. И как приятно, когда партнер, глаза у него горят, и он всем существом показывает, что это он не играет, а вот сущность его он действительно любит. Любит, так любит, ненавидит, так ненавидит. Когда в последнем акте он меня просто закалывает, это в глазах было вот все, что я должна была увидеть.
Были спектакли, где я была не задействована, такой как Тоска. Я просто приходила слушать Юрия Георгиевича. Замечательный Скарпио был. Многие ведь баритоны как-то немножечко начинают приукрашивать свой голос для того, чтобы это звучало драматически. Ему ничего этого не надо было делать. Он выходил в образе, тем более Скарпио, злодей, статный такой. Вот он выходил, и я на него прежде всего любовалась, а потом я слушала. Партия очень сложная, потому что очень насыщенная оркестровка. И иногда очень тяжело певцу пробиться через эту оркестровку. А он как поверх, как будто бы оркестра пел. Настолько был мощный голос. Постой, нас кто-нибудь подслушал? Вот она, проклятая колдунья! Она всегда она! 8 апреля 2017 года Юрию Георгиевичу Бастрикову исполнилось бы 80 лет. Не исполнилось. В этот день в честь артиста, в память о нем, в Большом театре Беларуси был дан спектакль «Риголетто Верди», где когда-то в главной партии блистал он. Он появился в театре в 1969 году. Тогда он назывался Государственный академический Большой театр оперы и балета БССР. И сразу обратил на себя внимание и любителей оперного искусства, и тонких ценителей. Роскошный голос редкой красоты, яркий, чарующий. Специалисты уверяют, что ни одна аудиозапись не может воспроизвести все краски, нюансы и оттенки его голоса. Более 30 лет имя этого певца украшало афишу Большого театра Беларуси. Фигаро в «Свадьбе Фигаро» Моцарта, Эскамилья в «Кармен» Бизе, Скарпио в «Тоске» Пучини. А русская оперная классика, она по исполнению гораздо сложнее, чем, например, итальянская. Он справлялся со сложностями прекрасно. Мощно и красиво звучала у него партия Грязнова в «Царской невесте» Римского-Корсакова, Роберто Виоланти Чайковского. Ну и, конечно, национальная белорусская опера – это произведения Семеняки, Кортеса и Аладова. С годами голос звучал все мощнее, он становился еще красивее, еще ярче, он мог петь еще много-много лет, но со сцены ушел внезапно. Юра сказал: я хотел бы быть лесничим. Я чувствовала, он очень любит природу. С юности еще в Свердловске он любил лес. Мы часто ездили на каникулах к другу на сенокос в деревне на Урале. Он никогда в жизни не косил до этого. Вы знаете, он прошел день, там вот он приноравнивался, потом Юра косил так, ну, заглядение, честное слово, вот как смотришь,
ну, там старые фильмы, вот «Крестьяне». Их, и такой и иной. Просто замечательно. Мне всегда говорили, когда Юра ухаживал за мной, Надка с ума сошла, за кого-то замуж идет, он же спит в бабочке. Он всегда ходил на крахмаленной рубашечке, ну, мама крахмалила и папе, и ему, и бабочка. На занятия в консерватории все всегда только бабочки. Я поехала с ним в спортивный лагерь. Там каждый день дежурство. Мужчины молят дрова, а девочки готовят. За меня, конечно, Юра готовил. Но как он колол дрова, я ему потом сказала, да я бы за тебя и замуж не вышла никогда, если бы мы в спортивном лагере не побывали, я бы не увидела, как ты дрова колол. Действительно, очень думаю, вот тебе и бабочка. А другие парни что-то пум-пум. Ничего не получается. Очень неудачно здесь стоим. Закрываем совсем. Галя, очень хорошо стоим, только не закрываем. Юрий Бастриков родился 8 апреля 1937 года в Свердловске. Его мать, Нина Дмитриевна Аверина, почти до 85 лет проработала в управлении пожарной охраны Свердловской области. Отец был очень хорошим спортсменом и прекрасным шахматистом. Когда он понял, что Юра обладает редкой красоты голосом, он сказал ему: ты должен сделать все, чтобы стать высококлассным певцом. Так оно и случилось. Юрий закончил Свердловскую консерваторию, а называлась она Уральская консерватория, в 1966 году. Но солистом Свердловской оперы он стал уже на 4-м курсе. Юрий Георгиевич говорил, что нет плохой акустики, а есть слабые голоса. Поэтому вот у него не было проблем, в каком месте стать на сцене. Он мог выполнить все, и его было слышно всегда. Обладал он голосом феноменальным. Феноменальным по наполнению, по силе, по мощи, по красоте. При этом, обладая таким голосом, он оставался скромным человеком. Он никогда не выпячивался, он никогда не давал волю своему тщеславию, самолюбию. Он всегда был настоящим, я бы сказал так, мужиком. И с ним было очень интересно общаться. Мы много времени проводили на гастролях, колесили по Испании. Там очень сближаешься. На него можно было положиться, как на друга, как на человека. Всегда он мог выручить, помочь. Вообще он был очень светлым и теплым человеком, поэтому вспоминать можно много. Это был человек в высшей степени порядочный, с портфелем всегда ходил, с большим портфелем. И что же в этом портфеле? Он не расставался с этим портфелем, а оказывается, Юрий Георгиевич взял на себя львиную долю домашнего хозяйства. Он после работы всегда шел в магазин или на рынок. И прекрасно готовил, очень любил свою супругу, детей своих, внуков. Он был такой уютный человек. Я со многими работал, и мало кого я могу так вот высоко оценить с чисто человеческой точки зрения, кроме профессиональной, как Юрия Георгиевича Бастрикова. О карты, о карты, о карты! Раз лужу те карты она назвала, к другой
голос их юный красавец узнал, но в эту же ночь лишь осталась одна, и призрак явился и грозно сказал: получишь смертельный удар ты. От третьего, кто пылкострастно любя, придет, чтобы силой узнать от тебя. Три карты, три карты, три карты. Три карты. Когда Юрий Бастриков поступал в Уральскую консерваторию, вместе с ним поступала красивая, талантливая девушка. Ее звали Наташа. И он сразу обратил на нее внимание, а вот ей он как-то сначала не глянулся. Но он умел ухаживать красиво, настойчиво и терпеливо. И в конце концов предложил выйти ей замуж за него. Она сказала: ну какая из меня жена? На первом месте работа, готовить ненавижу, любить не умею, влюбляюсь быстро разочаровываюсь. Он улыбнулся и сказал: я буду тебя любить. И любил ее всю жизнь. И эта любовь была взаимной. Она согласилась. Она, Наталья Викторовна Гайда, народная артистка Беларуси, любимица многих зрителей, прима музыкального театра Беларуси. Они приехали в Минск в 1969 году, и оба работали в Белорусском государственном театре оперы и балета. Потом она перешла в театр Мускомедия. Вместе 47 лет. И все эти годы он защищал ее от житейских невзгод. Он поддерживал ее, утешал, помогал ей. Он брал часть хозяйственных проблем на себя, он воспитывал дочь Настю и всегда был рядом с ней. И, наверное, поэтому во многом она состоялась как творческая личность, стала звездой и примой. И сегодня, когда его нет, его любовь защищает ее и дает силы работать и жить. Я поняла главное, что в нем есть. Хотя я, естественно, боялась и ошибиться. Все мы, когда влюблены, когда первым, мы всегда, нам кажется, все в лучшем свете. И о человеке хочется думать. Ну, вот он красив, и казалось, и должно было быть, что и все в нем вот так. Но я поняла главное, вот то основное, тот стержень, это его порядочность, это его надежность. И я чувствовала, что да, наверное, замужем будет хорошо. И так оно и случилось по жизни. Я действительно всю жизнь была за мужем. Даже когда он болел, он ни разу ни слова какого-то, что там болен это. Хотя я понимаю, что не мог человек не знать, что уходят силы, и не чувствовать, и не видеть. Но он до конца оставался. Я прихожу, он уже вставать не мог, а он поднимается, идет
снять мне пальто. И так и в профессии. У него звучал голос до последнего. И даже коллеги говорили, что ну, Юрий Георгиевич, ну ты вот прямо это, ну ты отключи хоть один микрофон, как говорили. Это все результат, мне кажется, вот этой цельности натуры во всем. Я всегда ему говорила: Юрочка, что бы я без тебя делала? Я действительно это понимала. Ну, что с другим мужем. Я говорю: ой, другой бы меня уже на 3-е сутки выгнал. Я понимала, что он значит в моей жизни. И чем дольше мы жили, тем больше я его любила. В молодости Юрий Георгиевич был отличным спортсменом. Коньки, лыжи, походы на байдарках в любой компании был своим, его любили в театре. Все было замечательно. Гастроли, премьерные спектакли, успех. И как-то все вдруг стало по-другому. Он был на фестивале «Швейцария», оперном фестивале, выступал там, ему стало плохо, поднялась температура, грипп, простуда, нет, все оказалось гораздо хуже. Переехали в Германию, и там в немецкой клинике ему поставили диагноз – септический эндокардит. Это очень опасная болезнь сердца. Но он продолжал петь. В Вильнюсе сделали операцию, наступило улучшение, но ненадолго. Последний раз он спел партию Рената в опере Верди «Бал-маскарад». Наталья Викторовна понимала, что выбор стоит между петь и жить, и просила его оставить сцену. Он ее послушал. Юрия Георгиевича Бастрикова не стало 8 октября 2011 года. Наверное, то, что я скажу, это из области фантастики, мистики, но мне кажется, что голоса артистов, певцов, они не растворяются во времени и пространстве, а живут в театре, где-то там, высоко над сценой. Они живут, они звучат. И среди этих голосов страстно, мощно, порой нежно звучит его голос народного артиста Беларуси Юрия Бастрикова. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сирень
поднять нам усталые песни.